В эфире программа «Актуальное интервью». В студии работает Марфирина Алексеева. Приветствую. Республика ожидает роста добычи высококачественного угля до 50 миллионов тонн в год в течение 5 лет. Это позволит увеличить экспорт угольной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об угольной промышленности, о новых вызовах по перевозке угля мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Максим Терещенко, министр промышленности и геологии республики. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, расскажите, пожалуйста, о том, как сегодня развивается угольная промышленность с начала года и какие районы ставят рекорды. Вы вот обозначили важный курс на 50 миллионов. Это исторические цифры, и многие, даже работающие в отрасли, до конца их не видят, потому что зачастую видят работу своего предприятия, но угольщики сплочены, едины, поэтому эта цель точно будет достигнута. Как идем с начала года? Вот представьте, по итогам 3 месяцев, мы вчера вот буквально с Арсением Сергеевичем, главой республики нашей, сверялись, 13,3 миллиона тонн угля выдано на гора. Что это такое? Ну вот, если с простым так сравнивать, ну почти на 2 миллиона больше, чем, например, в первом квартале прошлого года. Кто-то думает, ну как это сопоставить? Еще один пример. Это больше, вот за 3 месяца этого года, это больше, чем, например, за весь 2014 год. То есть вот эти невероятные рекорды наших угольных предприятий, наших людей, которые работают на производстве, они позволяют, конечно, набирать все больше и больше разбег маховику экономики нашей Якутии. Вот у нас обогатительные фабрики, уже мощный обогатительный комплекс на Эльге работает, 38,5 миллионов тонн. Он позволил вместе с обогатительной фабрикой Колмара, Якутугля, например, уже выдать более 8 миллионов тонн этой высококачественной, как вы сказали, сейчас продукции. И поэтому цели амбициозные, мы идем, но это в сложнейших вызовах, которые сегодня фиксируются. Вот вчера Александр Валентинович Новак проводил совещание, как раз глава наш участвовал, и на повестке как раз антикризисная программа для угольной промышленности нашей страны. Все непросто. Цены на исторических минимумах сегодня находятся. Вводятся различные пошлины. Это не говоря уже о том, что, наверное, у нас сегодня почти все предприятия еще и под санкциями находятся. Растут цены на запчасти. Еще важно найти от производителя, скажем, простым языком, да, от настоящего производителя эту запчасть, качественную запчасть. Но вот мы как раз и в едином таком механизме все обсуждаем эти вопросы на регулярной основе для того, чтобы, несмотря ни на какие вызовы, наша промышленность и угольная отрасль шла вперед. Ну вот, в прошлом году регион также установил тоже такой рекорд 49,5 миллионов тонн, и благодаря чему, конечно, он вошел в тройку лидеров. Скажите, какие вот планы в этом году, какие вызовы у нас, что предстоит сделать? Мы не только в тройку вошли, мы же на 2-м месте в стране. Мы как-то системно вроде бы шли к этим задачам. Команда Арсения Сергеевича работает с 2018 года. Мы перестроили механизм взаимодействия с нашими всеми промышленными компаниями. И обозначив когда-то в свое время цели, многие нам не верили, что Якутия может сделать такой прорыв, в том числе в промышленности. Нет, мы все вместе с нашим многотысячным коллективом, 20 тысяч человек в угольной промышленности в Якутии работают, этих целей добились. Поэтому, да, в прошлом году 49, как вы сказали, с половиной миллионов тонн, но ориентир на этот год, наконец, эту планку в 50 миллионов тонн точно преодолеть. Благодаря как раз, еще раз, работе обогатительных фабрик мы получаем более высококачественную и востребованную продукцию. Ну, весь потенциал для этого, конечно, у нас есть. И здесь спектр необходимых действий он многогранен, начиная от устойчивой работы предприятий, продолжая поставками всей необходимой техники, работа инфраструктуры, железная дорога. Если вам будет интересно об этом, отдельно хотелось бы, конечно, рассказать нашим телезрителям. И контракты с новыми и действующими потребителями. Перечень можно долго продолжать. Давайте как раз-таки расскажем про перевозку угля, сотрудничество Якутии с железными дорогами. Да, ну это историческая сфера взаимодействия с российскими железными дорогами РЖД. В связке мы работаем и с железными дорогами Якутии в том числе. Надо отметить, что железнодорожники тоже с честью справляются с вызовами, которые перед ними стоят, наращивание грузооборота.
Мы в Якутии исторически работали с Азиатско-Тихоокеанским регионом, но сейчас туда нацелилась вся страна. И причем номенклатура грузов очень серьезно расширилась. Поэтому вот у нас в прошлом, позапрошлом году действовало соглашение с РЖД. Оно было всеми сторонами выполнено, я бы это отметил отдельно. На этот год соглашения нет, но поскольку мы ближе всех практически ключевых угольных регионов находимся ключевым рынком, мы везем маржинальный уголь, который выгоден и для страны, как в виде налогов, так и для железных угольных дорог и, соответственно, потребителей ее, то на сегодня, по итогам 3 месяцев, мы идем практически в плане. Ну, есть небольшая корректировка с прошлым годом, но я уверен, мы постепенно ее наверстаем. Ну вот мы как раз затронули азиатские рынки. Давайте тоже немножко подробнее остановимся. На каких из азиатских рынков вы сейчас настроены и куда больше экспортируете? Ну вот мы с вами про санкции проговорили, поэтому я надеюсь, коллеги и наши телезрители поймут. Да, понятно, у нас есть рынок, который несколько лет назад стал для нас одним из основных, вот Китайская Народная Республика, но продолжаются и пробные поставки, попытки возобновления ранее действующих контрактов во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона, но разрешите, мы об этом не будем сейчас открыто говорить. Главное, чтобы наши люди, наши предприятия работали и отрасль успешно функционировала. Ну что ж, очень тоже важная тема. Какой сейчас статус строительства Тихоокеанской железной дороги и порта Эльги? Ну, вы знали, когда пригласить меня к вам в студию, и это очень символично, что мы говорим с вами о рекордах в отрасли, о новых проектах в канун Дня Республики нашей и в канун 1 мая. Я вот здесь, конечно, не могу с гордостью за наших угольщиков не сказать, что, друзья, у нас началось строительство второй линии Тихоокеанской железной дороги. Это исторический момент в целом для страны. Мало того, что у нас именно на территории Хабаровского края проходит эта вот уникальная частная железная дорога, которая позволяет набирать обороты в отрасли. Мощность ее 30 миллионов тонн, пропускная способность, а второй путь позволит увеличить до 50 миллионов тонн. Только представьте, в этом году предстоят работы порядка, перевести 10 миллионов кубометров породы для того, чтобы этот проект состоялся. Но это все произойдет. Уже многократно наши планы были в жизнь воплощены. Хотелось бы отметить и работы по порту Эльга, очень правильно, потому что Тихоокеанская железная дорога, ведь по сути, уважаемые телезрители, просто представьте, ведь у нас к Тихому океану есть БАМ, есть Транссиб, а теперь у нас есть Тихоокеанская железная дорога. Это 3-й выход страны к Тихому океану. Обогатительный комплекс 38,5 миллионов тонн, поэтому Эльгинский проект продолжает набирать обороты. А если конкретно, когда мы ожидаем запуск? В этом году. В этом году. Да. Угольный сектор играет, конечно же, очень важную роль в экономике Нерюнгринского района и вообще Якутии в целом. Сейчас наблюдается рост инвестиций в отрасль или наоборот? А мы вот с вами проговорили, так или не так, да? А вот судите сами. Например, в конце года у нас Долгучан, это в Нерюнгринском районе работает, ввел дробильно-сортировочный комплекс. Инвестиции? Да. Вот компания «Колмар» у нас ввела 4 шахтно-гидравлических устройства на днях и приобрела новый электрический тяговый комплекс очистной, например. У нас закупается новая техника оборудования, Эльга, обогатительные фабрики, строительство второй линии. Это инвестиции? Ответьте сами на этот вопрос. Ну что ж, помимо частной железной дороги от компании «Эльги», «Эльга Якутия» рассматривает еще варианты по расширению БАМа и Транссиба. Подробнее об этом. Я вот здесь еще отметил бы, у нас же есть и другие предприятия, кстати, да, в Якутии, и вот роль отрасли для нашей республики велика, потому что это же еще и северный завоз. У нас в этот зимний период почти больше полумиллиона тонн было поставлено в наши северные районы. Только представьте, что уголек с наших различных и малых, в том числе разрезов, поставляется в 2/3 поселений нашей республики. Вот очень многие жители в нашей Якутии, когда у них дома тепло, на самом деле это благодаря работе наших угольщиков. У нас работает 12 угледобывающих предприятий. Это 15 разрезов, 3 шахты, 20 тысяч человек.
За первый квартал уплачено почти 2 миллиарда налогов в бюджет, которые пойдут на зарплаты, на развитие инфраструктуры, на свет в наших школах, детсадах, больницах, многое-многое другое. Поэтому это направление можно и нужно расширять в условиях санкций, в условиях ограничений железнодорожных путей. И республика вместе с железными дорогами Якутии, вместе с Амурской областью, Министерством транспорта Российской Федерации, много здесь участников, российскими железными дорогами, формируют, по сути, сегодня новый транспортный коридор север-юг. И вот одна из его частей – это как раз предложение железная дорога Нерюнгри, Сковородино-Рейново, и в Амурской области, соответственно, тот, кто любит путешествовать на машине, мимо проезжает пункт населенный Джалинда, это вот Джалинда-Махе. Соответственно, для чего он нужен? Вот, в перспективе строительства железнодорожного моста на первых порах понтонная переправа, это позволит нашим предприятиям, и здесь не только уголь, у нас же ведь есть и другие проекты, просто представьте, на 2000 километров сократить путь до потребителя. Значит, наш уголь, наша продукция из Якутии будет более конкурентоспособна. Значит, больше людей понадобится нашим предприятиям, даже в это непростое время. Значит, больше налогов будет заплачено, значит, наша Якутия будет и дальше набирать обороты в своем развитии. Ну вот у нас есть буквально чуть больше минуты. Я хотелось бы, чтобы вы рассказали нашим зрителям подробнее о том, вот мы сегодня говорим больше о рекордах, да, но как эти цифры влияют на социально-экономическое развитие районов? Я уже озвучил, что 2/3 районов получают как раз уголек в свои котельные из от наших угольных предприятий, а количество, вот еще раз, да, 12 угледобывающих предприятий в Якутии. Ну вот возьмем, к примеру, Разрез Хангаласский, Якутск, Тюлен, Татинский, Сангарское горно-техническое предприятие, Кобяйский, Сунтар Циолит, Сунтарский, Разрез Кировский, Нюрбинский, Зырянский угольный разрез, Верхний Колымский, Эльга, Якутуголь, Колмар, Антрацит Инвестпроект, Долгучан, СТС уголь, разрез Правокабантинский. Вы просто представьте, да, это все то, что формирует нашу мощь, промышленную мощь Якутии, нашей страны, Дальнего Востока. За прошлый год более 6 миллиардов было уплачено в бюджет. А ведь еще есть соглашение Колмара с Нерюнгринским районом, Эльга уголь с республикой, десятки миллионов рублей направляются, соответственно, в социальные проекты. Недавно Колмар, кстати, к Дню Победы провел замечательную акцию в детском доме «Вектор». И таких примеров можно и нужно продолжать, друзья. Поэтому верьте в нашу угольную отрасль, верьте в нашу промышленность. Там работают наши люди, именно они ставят рекорды в канун, в том числе и 1 мая. Ну что ж, спасибо. Вот на такой торжественной, хорошей ноте мы как раз-таки закончим нашу программу. Максим Викторович, спасибо, что вы уделили время, ответили на наши актуальные вопросы. Спасибо вам, с наступающими праздниками. Спасибо. В эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.